Тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан прыгнуть выше головы. Эти слова легендарного футбольного голкипера Льва Яшина. Здравствуйте, это программа «Спортивная среда». Сегодня мы поговорим о ключевых спортивных событиях прошедших 7 дней. Федерация спорта Республики Татарстан в торжественной обстановке подвели итоги спортивного года. Гостем программы станет президент спортивного клуба «Синтез» Зинуров Ирик Хайдарович. Казань встречает королеву спорта. Один из этапов отбора в сборную Республики Татарстан по легкой атлетике прошел в столичном манеже. В Казанском центре волейбола прошла самая настоящая спортивная драма. Местная «Динамо Акбарс» и челябинская «Динамо Метар» выдали 5 ярких сетов и показали блистательный волейбольный матч. Красочные спортивные события – волейбол, гандбол, баскетбол, хоккей и многое другое. Чего только не произошло в этом году в спортивной среде. Итоги 2022 года уже подведены. На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент. 22 декабря в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошло торжественное мероприятие «Спортсмен года 2022 Республики Татарстан», где подвели спортивные итоги уходящего года. Данное мероприятие было знаменательно тем, что там собрались не только слитки регионального, но и российского и даже международного уровня. А поздравительные речи легенды отечественного спорта и слова благодарности спортивных чиновников добавили еще большего антуража и торжественности. Я от себя лично, от нашего коллектива министерства выражаю огромную благодарность всем тем, кто сегодня в этом зале, всем нашим гостям, нашим партнерам, друзьям, коллегам, нашим ветеранам, всем, кто вкладывает свою душу, сердце в то, чтобы Татарстан на международной карте, на карте нашей страны был самым спортивным, самым лучшим. Всего было представлено свыше 50 номинаций. Лишь только лучшие из лучших смогли получить заветные звания, тем самым подчеркнув высокий вклад татарстанских спортсменов в развитие отечественного спорта, практически вписав золотыми нитками свои имена в историю нашего российского спорта. Я хочу вспомнить, как сезон начинался. Он начинался с Олимпийских игр, зимних Олимпийских игр, где наши 8 спортсменов привезли 5 медалей, 5 олимпийских медалей. Давайте поаплодируем. Это большой успех для нашего татарстанского спорта. Примечательно и то, что отдали дань уважения заслуженным тренерам и ветеранам, кто воспитал не одно поколение спортсменов, многократных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, чей вклад в развитие нашего спорта является бесценным. Флюра Хамидовна Искандерова ровно месяц назад отметила свой юбилей. 85 лет. Ветеран спорта. Первый тренер Республики Татарстан по хоккею на траве. Наши искренние слова благодарности, низкий поклон всем тем, кто сейчас награжден за их работу. Такие традиции высоких достижений Флюры Хамитовны не остаются бесследны. И победы в данном виде спорта продолжаются по сей день. В этом году женская команда по хоккею с мячом на траве «Акбарс Динамо» в российском чемпионате победила в финале своих главных соперников «Динамо Электросталь». 1-1 в основное время и 3-0 по буллитам, тем самым завоевав заветные золотые медали. И это все недаром, так как есть на кого равняться. Мужская команда по хоккею на траве определенный ориентир для нас, потому что они 20-кратные чемпионы. Наша женская команда 3-кратные чемпионы. Вот. Ну и как бы мальчики для нас в первую очередь ориентир. А вершиной праздничного дня стало награждение спортсменов года. И среди мужчин им стал Даниил Садреев, серебряный призер Олимпиады 2022 года в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина. А среди женщин Вероника Гудерметова, которая выиграла итоговый турнир ВТА в парном разряде. И хочется отметить, что данное мероприятие принесло море эмоций не только спортсменам, но и тренерам. И что немаловажно, заставило взглянуть с долей позитива на предстоящий 2023 год. Евгений Алмазов, «Спортивная среда». Сегодня у нас в студии президент спортивного клуба «Синтез» Зинуров Ирик Хайдарович. Ирик Хайдарович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с поздравлений. Ваша организация СК «Синтез» стала по итогам года обладателем множества спортивных наград. Именно на республиканском уровне вы стали лучшей командой по игровым видам спорта,
Также вы выиграли спартакиаду. Вы стали в 4-й раз подряд обладателями золотых медалей по водному полу в чемпионатах России. Как вам удалось построить такую блистательную вертикаль, которая дает выдающиеся достижения на протяжении многих лет? Ну, знаете, даже не 4 года назад началось, наверное, все это строительство своеобразной вертикали, которая дала сейчас результаты. Началось это, наверное, где-то с 2005, 2006, 2007 годах. В то время мы поменяли философию, что наши воспитанники должны играть в первой команде. А чтобы они играли, у нас должен быть надежный фундамент. Фундамент надежный из нашей школы, Казанской школы ватерполо. И мы начали вкладывать не только в команду «Синтез» мастеров, о результатах, которые вы сейчас сказали, но и в молодежную, детскую, точнее, школу свою. Чем вкладывать? Вкладывать знаниями. Мы пригласили в свое время черногорского специалиста, который тогда, на тот момент, был и тренером сборной Черногории, чтобы он приехал и нам своим знанием поделился. И он приехал, спасибо ему огромное, это Зоран Ивановский. 3 года он у нас работал, он учил не только детей, он учил в первую очередь тренерский состав детской школы, которая смогла бы достойно выступать. Уходящий год – этот год лучший в истории «Синтеза»? Вы знаете, да, наверное, лучше, потому что, как вы сказали, все выиграли, что можно было выиграть. С учетом и детских соревнований? Да, и с учетом. То есть сыграли все вообще, от мала до велика? Выиграли все, что можно, но в детской школе были и еще лучшие времена. Где-то несколько лет назад было такое, что детская наша школа не проиграла ни одного старта в России. Если говорить о профессиональной команде вашей, все-таки лучше брать своих воспитанников, чтобы они через какое-то время дали результат, либо покупать уже готового, опытного? Если с точки зрения бизнеса, конечно, готового выгоднее взять и купить игрока. В него не надо несколько лет, десятилетий вкладывать деньги, чтобы он в какой-то момент, в конечном итоге, может стать хорошим игроком, а может не стать хорошим игроком. Но все-таки мы идем путем, что мы должны воспитывать своих игроков. Да, это дороже, да, это, наверное, кто знает, оправдается, не оправдается, но я считаю, что это правильно. Без этого невозможно движение дальше. Я считаю, что у каждого профессионального клуба должна быть своя детская школа. И как мы с вами перед встречей разговаривали по поводу Галицкого, 11 игроков, конечно, не знаю, сможет ли все игроки, точнее, у нас не 11, у нас 6, участвовать на поле. 11, да, у нас тоже 11 игроков. 1-2 все-таки иностранцы или из других клубов все-таки нужны. А учитывая, опять-таки, возвращаясь к тому, что вы стали 4-кратными в этом году, такое впечатление складывается, как будто бы конкуренции нету вот в турнире. Правда это или нет? Это конкуренция есть. Это на самом деле показывает то, что в первом круге этого сезона мы проиграли 2 игры Волгограду. И это показывает то, что прошлый год финальные игры мы вырывали на последних секундах. То есть за минуту до конца финала мы проигрывали игру. И перевернули ее игру, скажем так, с одной стороны в другую сторону, в нашу сторону. Поэтому конкуренция есть. По крайней мере, 3-4 клуба, которые борются за медали, они достойны медалей, действительно. С Волгоградом у нас постоянная борьба идет, с Луковым Волгоградом, где я тоже 10 лет в свое время отыграл. Поэтому там традиции большие. Поэтому конкуренцию есть, еще раз говорю, показывает то, что мы проиграли им 2 игры. А с точки зрения болельщиков, огромная армия поклонников есть у вашей команды, потому что и трибуны заполняются, и вы постоянно в финалах, и вы постоянно выигрываете. А как с ними идет работа? Условно, хватает ли им мест, чтобы приходить и смотреть? Да вы знаете, мне хотелось бы даже, чтобы еще больше было, чтобы был больше бассейн, чтобы было больше зрителей, болельщиков, потому что все равно, когда эмоции другие во время игры, когда играешь при болельщиках, при поддержке трибун, это заряжает.
Работу надо вести с болельщиками, нужно встречаться с ними. У нас много социальных проектов, которые клуб проводит, в том числе и встречаемся, мы ходим на наш завод КОС, нас бесценный наш спонсор своеобразный. Мы же образовались в 1974 году, и мы были образованы, как открылся Казань Оргсинтез. И мы неустанно являемся неотъемлемой частью его. Мы ходим на завод, проводим там экскурсии, рассказываем заводчанам про то, что мы делаем на воде. Они приходят, с нами играют тоже иногда. Даже в теннис настольный. У нас команда играла сейчас настольный теннис. Поэтому работу нужно вести. Это с теми же нашими непосредственными болельщиками, нашими родными. Как бы вы могли охарактеризовать вот водное поло, чтобы зрители понимали, что это за вид спорта, как туда прийти, что для этого надо, куда обратиться и что это такое вообще? Знаете, мы в нескольких бассейнах работаем. Это КАИ Олимп, Оргсинтез, даже во Дворце водных видов спорта есть отделение. То есть найти нас легко. Что заинтересовать, надо на самом деле прийти. Как я в свое время пришел. Я с плавания пришел на водное поло, увидел, что одной рукой кидают мячик, при этом еще держатся на воде, при этом же еще и нужно и кого-то тоже подтопить немножко. Прийти и посмотреть, и тогда ты зарядишься этим и, наверное, больше никогда не уйдешь. А спортивный клуб «Синтез» — это не только водное поло, есть еще и прыжки в воду, есть еще и плавание. Какие успехи в этом направлении? Действительно, у нас клуб водных видов спорта, и мы поддерживаем спорт высших достижений. И то, что у нас есть в прыжках в воду успехи, они ощутимые, действительно выдающиеся. Не зря наша Полякова входит в одну из комиссий Федерации водных видов спорта мировой. С плаванием немножко сейчас на данный момент, ну, так скажем, затруднения. Хотелось бы получше результаты, чтобы в плавании были. Есть над чем поработать, но прыгуны, еще раз хочу сказать, что они нас не подводят. По итогам спартакиады вас наградил Ильсур Медшин наградой. По итогам, опять-таки, вот этих соревнований, что вы можете рассказать об этой спартакиаде? Как вы готовились и, соответственно, как вы пришли к званию чемпионов? Вы знаете, ну, представлять республику достойно хотелось бы. И поэтому ребят мы настраивали только на победу. Мы должны были поиграть, не проиграть ни в коем случае. Спасибо Медшину за награду, которую мы получили, потому что действительно мы старались это сделать, доказать. И в этой ситуации, в которой сейчас у нас страна находится, подобные соревнования, наверное, как можно больше организовывать стартов. Может быть, даже их делать открытыми, куда вы приезжали бы в другие страны. Есть ли какие-то трудности вот, в плане вот, спортивного клуба «Синтез»? Ну, на примере вот, вашей команды, вашей большой структуры, где вы даете классные результаты, мы про это уже говорили. Но если те моменты, условно, вам чего-то не хватает? Какие-то трудности? С чем вы сталкиваетесь? Ну, на примере вот, 22-го года, который уже прошел. Знаете, вот то, что мы говорили, мы выстраивали своеобразную вертикаль. Вертикаль клубной работы. От детской школы до взрослой команды. Но у нас нет механизмов водного пола. Если мы вкладываем в своего воспитанника деньги, в какой-то момент он захочет уйти в другой клуб, он уходит без каких-либо компенсаций. Детским тренером прежде всего. И детский тренер должен, и детская школа. Что-то должны быть, какие-то механизмы, чтобы поощрялась, скажем, работа тех специалистов, которые вкладывают в детей свой труд. Да, на местном уровне все это делается. Я имею в виду про то, что поощрялось. Когда человек просто берет и уходит в другой клуб, в другой город. Он перешел, ну, как бы вкладывали-то деньги в него здесь, в Казани, а он перешел, например, в Москву, в Волгоград, в Астрахань. И мы ничего не можем сделать с этим. Как бы запретить ему, чтобы он ушел. Я понимаю, конечно, что это, ну, по большому счету, государственная школа. И мы не можем из одной школы запретить даже перейти в другую школу. То есть
в середине сезона игрок может перейти из клуба детской школы Казанской в детскую школу Московскую или Волгоградскую. Никто запретить этого не может ему. Ну и хорошо, что не может запретить, это переход свободный. Но как-то поощряться работа людей именно за этот переход должна. Ирик Хайдарович, как вы проводите свое время помимо вот той деятельности, про которую вы говорили? Спорт как часто присутствует в вашей жизни? Спорт постоянно в моей жизни присутствует. Даже сейчас я занимаюсь своей другой совершенно деятельностью, но находясь, например, в Баку, где являюсь я руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике, я все равно играю в водное поло со своими друзьями, с кем я еще в свое время тренировался и играл, когда был Советский Союз. Сейчас они энтузиасты своего дела, пытаются развивать водное поло в Азербайджане. Они проводят турниры, буквально на днях прошел турнир, где мы тоже свои плавки вручал, скажем, там, лучшим игрокам. Я с ними хожу, заряжаюсь от них энергией и тренируюсь вместе с ними. У них великолепный акватик палас. Ирик Хайдарович, мы благодарим вас за то, что вы пришли, рассказали о вашей вертикали, о том, как она была выстроена и как она дала результат. Мы очень вам благодарны и желаем дальнейших успехов спортивному клубу «Синтез», как на детском уровне, так, соответственно, и в команде мастеров. Желаем ярких, больших побед, и пусть радуются в том числе все наши болельщики, которые смотрят за водным поло, и мы вам желаем успехов. Спасибо вам огромное спасибо. Без вас, без журналистов, без телевизионщиков мы ничего не значим. Как иногда некоторые говорят, если что-то ты сделал, но это не осветилось нигде, значит ты ничего не сделал. Спасибо вам. В Казанском манеже играет не только в футбол. Совсем недавно там прошел один из этапов отбора в сборную республики по легкой атлетике. Подробности далее. С 22 по 25 декабря в Казани прошло первенство Республики Татарстан по легкой атлетике. Турнир является отбором в сборную Татарстана. Участвовали как юниоры до 20 лет, так и спортсмены старше. Один из них, Сергей Чебурахтин из Нижнекамска, участвовал в спринте. Он признался, что показал свой не самый высокий уровень из-за возраста. Результаты немножечко падают, уже возраст, можно сказать, сказывается. А так, доволен результатом на 400 метров, вчера бежал. Сегодня вот 200 метров уже тяжеловато было после вчерашнего. Традиционно был заметен Дмитрий Елисеев из Челнов. В беге на 60 метров он показал лучший результат – 6,89 секунд. Хотелось бы отметить Дмитрия Елисеева из Челнов, который год показывает высокие результаты уровня России, не только Татарстана. Единицы, кто остался, на том же уровне. Главный судья соревнований назвал спортсменов республики, которые неплохо выглядели бы не только на российском, но и на международном уровне. Тот же Данил Корнев. У нас есть Семен Монаков, барьерист. У нас есть очень хороший парень Солодовников Серафим в беге на 400 метров. Они показывают результаты международного уровня. Лучшие из лучших будут представлять Татарстан на чемпионате Приволжского федерального округа. Он состоится с 10 по 12 января в Ульяновске. Амир Сабиров, «Спортивная среда». В Казанском центре волейбола настало время настоящего триллера. 24 декабря в рамках чемпионата России по женскому волейболу показали свое мастерство казанская команда «Динамо Акбарс» и челябинская «Динамо Митар». Обо всех подробностях и деталях вы узнаете в следующем сюжете. 24 декабря в Казани прошел чемпионат России по женскому волейболу. Дичайшая схватка между казанским «Динамо Акбарс» и челябинским «Динамо Митар» оставляла зрителя в напряжении до самого конца. Команды действительно показывали уровень, сыграв целых 5 сетов. Доведя игру до тайбрейка, спортсменки доказали, что волейбол – это игра не только зрелищная, но и непредсказуемая. Мы так играем в этом сезоне, что вообще никогда ни в чем не уверены, поэтому до конца боремся. Коллектив, хороший коллектив, и мы все дружные, поэтому вот такой результат тоже. А у меня слова, блядь, все одинаковые.
Первый сет оказался удачным для казанского «Динамо» Акбарс. Девушки сразу открыли счет и опережали волейболисток из Челябинска, уйдя в отрыв с разницей в 11 очков. 25-14 с таким счетом «Динамо» Акбарс вышли вперед в первой партии. Второй сет какое-то время шел в пользу для казанской команды, но позже девушки из Челябинска собрались и счет стал сравниваться. Атака за атакой не давали покоя, и до конца не было понятно, кто победит на этот раз. Но с небольшим преимуществом в 2 очка казаночки вновь лидировали, но уже не с такой уверенностью, как это было прежде. Сначала провалили, вот это большие претензии к команде, но потом возвратились в игру, все играли более-менее неплохо. Но, знаете, в пятой партии Казань включила какую-то суперзащиту. Невероятные мячи, мне кажется, вообще все хайлайты они соберут. «Динамо» Метар проводили отличные передачи и ярко проявляли себя в обороне. В третьем сете челябинские волейболистки смогли забить 25 очков, а казанские лишь 18. А в четвертом результат не сильно отличался от предыдущей партии, ведь «Динамо» Метар обыграл «Динамо» Акбарс со счетом 25-19. Для нас, конечно, хотелось бы все это поменьше ошибок, чище в своей игре, и тогда результат, наверное, будет другой. Но, опять же, после 2-3 партий, в пятой партии, опять же, в начале пятой партии наша команда показала то, как мы можем работать, и этот потенциал как в защите, как вот эти мячи доставали, я не знаю, как сумасшедшие, на диком желании, то, что некуда уже отступать. 2-0 по сетам быстро превратились в 2-2, а на тайбрейке, ведя со счетом 11-15, казаночки умудрились проиграть 7 очков подряд, но все же вытащили игру благодаря невероятной защите. Также во многом результату последней партии способствовал доминирующий игрок матча, доминиканская нападающая из казанской команды Кайла Гонсалес. В целом она получила почти каждый второй мяч в атаке, забив 33 мяча из 79. Особенно ярко Гонсалес проявила себя в последней партии, в которой она заработала для команды целых 10 очков. 15-13 в тайбрейке, и общий счет из равного 2-2 превратился в 3-2. Распорядись по-другому, сыграй, может, хладнокровней, и все по-другому было. Ну и Гонсалес, конечно, наверное, пятую партию. Это все доигровочные мячи, которые эти невероятные доставали, она все забила. Так что сказался, наверное, ее богатый опыт. Казанская команда выиграла 3-й матч подряд и ушла на новогодний перерыв в чемпионате, занимая 4-е место в турнирной таблице. 8 января «Динамо» Акбарс в гостях сыграет с Липецком, а 13 января на своей площадке примет Минчанку. Что ж, пожелаем спортсменкам удачи! Эфир нашей программы продолжит еженедельный обзор самых ярких событий, которые мы не смогли пропустить. 22 декабря казанский «Уникс» провел свою гостевую встречу с командой «Астана». Матч не предвещал никакой интриги, так как фаворит был ясен еще до матча. С самого начала встречи казанцы взвинтили высокий темп. И за счет быстрых атак и молниеносных переходов из обороны в атаку на классе обыгрывают своего соперника 41-79. Казанский «Уникс» заканчивает этот год на хорошей ноте, расположившись на второй строчке в турнирной таблице. От баскетбола к волейбольным площадкам. 25 декабря казанский «Зенит» провел свою гостевую встречу против команды «Факел» в рамках финала Кубка России. Матч ознаменовался своей принципиальностью, так как решалось, кто станет обладателем данного трофея. Но все произошло по классике жанра. Силы были далеко не равными, и казанцы без проблем обыгрывают парней из Нового Уренгоя. 25-16, 25-14, 25-21. Казанский «Зенит» становится обладателем Кубка России сезона 2022-2023. От волейбола к хоккею с мячом. 19 декабря на стадионе Трудовые резервы Акбарс «Динамо» принимала команду «Мурман». Уже после первого тайма перевес был явно на стороне хозяев 4-1. Во втором тайме за счет акцентированных атак казанцы довели матч до верного 7-3. Акбарс «Динамо» обыгрывает «Мурман» и заканчивает год в позитивном ключе. 22 декабря после многих сообщений о разных кандидатов на пост главного тренера Акбарса был назначен Зенитулла Хайдарович Белелединов. Стоит напомнить, что у руля барсов Зенитулла Хайдарович становился трехкратным обладателем Кубка Гагарина. И кто знает, может, заветный трофей снова переберется в Казань. Евгений Алмазов, «Спортивная среда». Спортивная среда подошла к концу. Завершается и спортивный 2022 год. Спорт всех нас объединяет.
Всех с наступающим Новым годом! Спортсменам успехов, больших и ярких побед. Ветеранам крепкого здоровья. До свидания. Увидимся в 2023 году.